Все мы живем в республике Коми, и поэтому с особой теплотой чтим и воспеваем культуру коренного населения. Центр национальных культур вот уже долгое время собирает в своих стенах тех, кто считает себя народом Коми, кому интересна их культура и традиции. Эти люди объединились в национально-культурное общество «Йоль» и показывают гостям и жителям города все многообразие культуры Коми, представленное в народном искусстве, фольклоре и обрядах. Общество «Йоль», оно объединяет людей, которые чтут свои традиции, любят свой язык, свою культуру. И наш ансамбль, он входит в общество «Йоль», ансамбль «Мадез». И мы приходим сюда, чтобы попеть песни на коми-языке, пообщаться между собой на коми-языке. Допустим, я сама лично, уже когда уехала со своей деревни сюда, в Инту, я 20 лет вообще по коми не разговаривала. И раньше почему-то в городе, чтобы не обидеть сказать, не любили, что ли, коми. Мы когда учились в нынешнем Интинском политехническом техникуме, раньше он был из ГПТУ, и те, кто приезжали с коми-деревень, нас, дразнили. Дразнили, и как-то некоторые скрывали, что коми, а вообще, если чисто коми, акцент, все равно его не скрыть, он есть. Раньше стеснялись. Сейчас действительно уже политика государства, что культуру свою надо беречь, потому что она уже уходят старые люди, из жизни, и с ними уходит часть культуры. И культуру нужно сохранять, и традиции, чтобы на этом мы и построили свою, так скажем, деятельность, то есть песнями, выступлениями, сценками показать, что есть такой коми-народ со своими обычаями, со своей бытностью, со своей культурой. И ведь коми-песни, они насколько тоже, в любой культуре песни красивые, но для каждого народа его песня, его язык самый красивый. И нам-то тоже кажется, что коми-песни такие особенно такие которые грустные, такие мелодичные. Кажется, даже человек, не зная языка, по тону, по нашему пению понимает, о чем поется в песне. Многие из участниц коми-общества пришли в ЦНК по зову сердца. Им хотелось как можно больше узнать о своей традиционной культуре, а также рассказать о ней другим. Ведь национальный колорит коми неповторим, и сейчас он мало где сохранился в исконном виде. Я пришла первый раз, я перешла сюда жить, это в 2001 году. Тогда еще не было нашей Мадаяс, и мы просто в гости пришли, там пригласили, за столами сидели, что-то немножко пели, а потом я организовалась этот немножко ансамбль, и я даже не помню, просто так и пришла, как-то стала жить, потом меня дочка привела, и так я и осталась здесь, и все хожу. Вы знаете, вообще я как-то и даже не интересовалась, но всегда, когда я приезжала в деревню, бабушка у меня до 90 лет прожила, и я всегда знала, что коми это что-то интересное. Она мне всегда говорила, было такое время, и мы она рассказывала очень много о коми, как они ходили, как они откуда они поднимались по рекам, по этим, и очень много интересного. Она про одежду тоже рассказывала, и это я все слушала. Почему-то мне было очень интересно это. Но я этим не увлекалась, конечно, а потом как-то пионерские организации это все перебивала. И нельзя было, бабушка была верующая еще, кстати, и у нее были старые-старые иконки, но она их сохраняла, конечно. И это самое. А мы уже были более современные, и я тогда... Не было у нас такого, чтобы мы коми-языком владели или чисто могли что-то знать культуру. Культуру я, собственно, и не знала, культуру вообще коми-языка, коми-народа. Быт у нас уже в деревне тоже, что и другие люди. Тоже стараемся обставить дом, что у людей новое. Но только осталось то, что мы сохраняем. Но малицы у нас были, теперь мы их тоже не носим. Пимы длинные, табаки. Теперь это уже все отошло на заднюю сторонку.
тоже стараемся по-новому жить. И ничего особенного из культуры у меня, кроме этого костюма, нету, который я сама себе же и шила. От матери ничего не осталось. Потому что в 30-х годах, где-то, когда началось раскулачивание, как раз мама вышла замуж за отца, они поехали в тундру. А у мамы были рипсовые платки, красивые одежды. Раскулачили, все это взяли. И от мамы у нас 4 сестер было, ничего не осталось. Я родилась в большой семье. У мамы было 10 детей. 5 девчонок, 5 мальчишек. Я в семье 6-я родилась. С детства пою, можно сказать. А в Инту попала. Мужа вербовали со службы. Служил на морфлоте. Приехал с западной шахты. Тогда еще директор вербовать на флот их. И он решил рискнуть. А я уже следом. Наряду с русским коми-язык является государственным в нашей республике. В Сыктывкаре его можно услышать практически везде, а вот в нашем городе это редкость. Как признаются участницы общества, им неудобно разговаривать на своем родном языке на улице или в магазине. Другое дело дома. Со своими семьями они общаются на коми-языке. Мы на родном разговариваем, и я дома. У меня внучка 16 лет, мы на коми-языке говорим, с сыном мы по коми говорим, ему 43 года. Мы дома на русском не можем общаться. Я, например, лично, мы по-русски не общаемся, говорим только по коми. Я вообще люблю коми-язык. Мне нравится, правда, разговаривать, очень нравится на коми-языке разговаривать. И правильно, как тут тоже говорили раньше, не могли коми-языком разговаривать, старались все по-русски, то стеснялись. Сейчас я не стесняюсь, я могу говорить спокойно, свободно. Я родилась в селе Усть-Лыжа, ныне Усинский район, раньше он был Печорский район. Мы относились к Печорскому району. Семья у нас была дедушка, бабушка по матери коми, а отец мой русский, с Тамбовской области. Приехал на заработки, как раньше, вот ездили на север за длинным рублем. И так вот женился на маме и остался в коми-деревне. И вот семья у нас половинчатая получается. Вот я наполовину коми. Но я росла в коми-деревне, и общались мы на коми-языке. Я в школе училась. Между собой дети, все мы разговаривали по коми. И дома мы разговаривали с бабушкой, с мамой, без присутствия отца, на коми-языке. Когда приходил отец, он всегда говорил, при мне говорить по-русски. Ия Вениаминовна Филиппова – уроженка Усть-Куломского района. Все свое детство она провела в заботах о младших сестрах и брате. Мама постоянно работала, чтобы прокормить большую семью, ведь папа в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте. В Инту попали в 37 году, мои родители вырывались в Печору. И отец до последней своей жизни, до 70 лет, работал в Печорском пароходстве. И я тоже была в пароходстве с ними. Мы плавали в Воркута, Нарьян-Мар. С Воркуты уголь возили, это у нас уже в 40-м году, да. И с Нарьян-Мара возили сухой груз на Воркуту. Возили политзаключенных, и заключенных. И в 41-м году война застала нас в Нарьян-Маре. Началась Великая Отечественная война. Еще раз сделали в Воркуту, потом мы заморозились в Нарьян-Маре. Из Нарьян-Мара нашу семью перевели в Виженский район, село Няшабош, там был судоверфь. Отец, как по профессии плотник-строитель, перевели туда. Нас было 4 детей, и я, Ваня, Люба, и мама ждала 5-го ребенка. Приехали мы в Няшабош, на 4-й день папу взяли на фронт. Дали нам маленькую комнату, 12 квадратных метров, печка-голландка, ни дров, ни полена, на улице 46 градусов морозу. Мама плачет горькими слезами, мы все пальто одеты. И я вместе с ним плакала, я вышла на улицу, сильно плачу. Идет женщина, что ты, девочка, плачешь? А я говорю, папу взяли на фронт, а у нас в комнате печку топить нет. Где у него в чужом селе, никого не знакомых, ничего. Ну, она принесла дрова, и затопила. И так, в общем, так началась моя военная детская жизнь. 41-42 год мама в школу меня не дала, нужно было за маленькими сложить. Надо было бы мне в очередь стоять за пайком хлеба, и стоять в очереди в столовой за пайком супа. В то время мама уже работала в Затоне, родила 5-го ребенка, и 5-го ребенка в ясли тоже не было. И моя 6-летняя сестренка, она нянчилась с этим маленьким младенцем.
И поэтому я достала продукты, чтобы мама не опаздывала. И вот я пропустила. А потом в 46-м году я окончила Нешебожскую 7-летнюю школу. Такая биография. А в Костях попала в Винту. После войны родители уехали в пароходство. Я осталась в Нешебож, поступила работать судомойкой в столовой, а потом продавцом. Оделась, обулась и поехала учиться. Училась на бухгалтера. И бухгалтера меня отправили в Кожевинский район, село Косьевом, по бухгалтера сельпо. Молодая девушка, а тогда и Филипповой было всего 19 лет, нашла себя в самодеятельности. Она всегда любила петь и танцевать, поэтому и дальнейшую свою судьбу связала именно с коми-культурой. Народу очень много, молодежи много, все поют, и я организовала эту самой деятельность. Хотя я сама не пою, но были учителя, которые вели хор. И с тех пор я, значит, в Косьевоме осталась, вышла замуж. В 1973 году я приехала туда, сюда, в Винту. Мой муж был инвалид войны, нам дали квартиру в городе. И мы переехали. 2 сына у меня было. Сыновья же ушли в иной мир. И внук тоже ушел в мир. Есть у меня тут в Винте живет внучка от старшего сына. Такое, что я полагаю, что она будет меня беречь и хранить, и обслуживать до последних моей жизни. Вот так я в Винты попала, 73-го года я здесь. В Косьевом, а потом, как сельпо ликвидировалась, меня Кожевинский райком комсомола назначил заведующим сельским клубом. И работала я 15 лет. И в 67 году я была награждена орденом Трудовой Красной Знамени Министерства культуры СССР. И на фестивале вставали, очень много грамот и почетных грамот. И всегда на фестивале Косьевом занимала 1-е место. Потом после этого 8 лет работала председателем сельского совета. Оттуда уже по всем обстоятельствам приехала я в Винту. Одежда коми выделяется среди всех национальных одеяний. Она соединяет в себе многое – практичность, яркость и колоритность, принадлежность к определенному сословию. По женскому одеянию можно было понять, сколько лет девушке и, к примеру, замужем она или нет. Я родом из Печорского района, село Устюса, там Новик Бош. Мама была у меня уроженка из деревни Аджевово. Отец был, по Печоре есть село Лыжа. Они повенчались в Петруне. И мама у меня всю жизнь ездила в оленеводстве, тундре. И поэтому я с детства видела, что как одеваются женщины. И в деревнях все носили. Только не носили учителя там, и врачи, если приезжие, они все были. И в магазине продавец может быть. А остальные там доярка, оленеводка, хоть кто, все носили. Кроме учительницы, да, учительница тоже не носила. И вот мы все платья, и сестры носили платья до замужества. Замуж выйдут, сразу на них сарафан, значит, все это уже сшитое, и кокошник. Это как обязательный атрибут, чтобы волосы не торчали, во все стороны не видны были. А если ты еще девушка, и вот так одевали тебе, то вокруг головы платок одевали, косу одну заплели. А если так вся покрыта, это женщина замужем уже. И чтобы деверя особенно, это нельзя было. И свекор никогда не видели волосы женщины. Это почему-то считалось нельзя было. Сначала одевается юбка. Юбка шьется даже вот двойная. Почему? Чтобы под ноги сарафан не путался. И чтобы сарафан был шире, красивее. Потом одевается блузка, или по-коми это называется вот с таким воротником японка. Вот. Потом одевается уже сарафан на него. Вот. А потом одевается последний передник, одевается, самый последний. В то время же, когда блузку одевают, японку, одеваются бусы. Но повседневно бусы не носили. Куда их повседневно? Это носили только, когда красиво одевались праздники, или мы одеваем. А когда повседневно одевались, таких ярких нарядов не одевали. Более из простых тканей. Но не цветные были. Все равно они были однотонные какие-то. И передники были из простого материала. И платок был маленький, чтобы быстрее. Все же они вместо халата, вместо, что мы теперь уже носим, вместо них были сарафаны. Они длинные, они мешали. Поэтому они подпоясывались, чтобы идти корову доить или еще что-то. Вот это женский пояс. Это не мужской. Мужской совсем другой, когда они на тобоках носят. Это женский.
У членов коми-общества костюмы стилизованные, шитые уже из современных тканей и представляют собой праздничную версию нарядов. Большую часть из них сшила Анастасия Третьякова, которая уже давно посещает Йоль и поет в ансамбле. Я сюда попала, наверное, уже после... У меня 3 детей, как говорится, по материнским стопам пошла, но никогда они не мешали. Меня пригласили девочки попеть, я всегда любила петь. И с детства пела, и в школе участвовали во всех конкурсах, во всех мероприятиях. А у них костюмы уже, конечно, когда новые девочки приходили, не было костюмов. У нас была еще Галя Матвиенко, Галина Александровна. Она говорит: Настя, приходи, у нас некому шить костюмы. В ателье сдавали и испортили. Ладно, думаю, попробую. И сама. Потому что, как таковых я уже в ателье не работала, но девочкам своим шила. Они у меня на фигурное катание ходили. Брала у девочек, у старших у нас девочек, старинные костюмы. И шила по старым выкройкам, можно сказать, со старых костюмов. Потому что все равно уже такую ткань, как у них костюмы, не найдешь. Это уже современные у нас ткани, шторные, можно сказать, да. Но они смотрятся на сцене красиво. И выкройки мы все по старым выкройкам. Вот у них брали. У Антоновны, бабушки еще, у родителей уже оставались вот эти костюмы, блузки. Коми-девушки носили длинные волосы, заплетая их в одну косу и вплетая в нее одну или несколько ленточек. Почти все девичьи головные уборы представляют собой обруч или твердый околыш. Палетки девушки носили берестяной обруч, обтянутый красным сукном и обшитый разноцветным бисером. Вероятно, наиболее древний из традиционных головных уборов коми-девушек. Головные уборы замужних женщин более разнообразны. Они заплетали волосы в 2 косы и укладывали их вокруг головы. Для того, чтобы передняя часть убора стояла лучше и прическа была бы более высокой, непосредственно на волосы или головной убор вкладывали валик из бумаги, льняных очесов или ткани. Под кокошник одевают раньше женщины, чтобы деверя, чтобы свекор, никто волосы замужней женщины не видел. Поэтому они носили кокошники, а под кокошником всегда носили ситцевые волосники, назывались. Потому что кокошник все время стирать не будешь, а волосник можно было каждый день стирать. Теперь мы уже сами тоже, кто одеваемся, вот так волосников у нас нету. И значит, вот так как кокошник идет, вот так. Это вперед, это зад, и там ленточка. И одевается, одевается вот так. И чтобы волосы прятать, не видно было волос. Вперед сделать, теперь. Вот так впереди у нас делает. Накрути. Накрутит вот эту ленточку или что там. Тесемочку. И назад сделает. Торопись. Вот так сделает назад. Надо, чтобы... Если волосы маленькие у кого были, тогда волосы мы накручивали, они косы вот так, зад вперед. Они никогда волосы свои не резали, не стриглись. Сможет вязать? Конечно. И немножко приподнимали, чтобы не очень было широко. Вот так делали, вот так. Значит, поправляли. Особая гордость каждой коми-женщины – платок. Чем он длиннее, тем наряднее женщина. Концы платка должны были свисать до пят. В повседневной жизни ижимки покрывали голову платками небольших размеров. Платок, чтобы цветком вперед. Держи. Чтобы впереди всегда обязательно был цветочек. Искали такое место, и чтобы цветочек. Почему-то это так считалось надо. Для красы. Для красоты, чтобы не просто так, а цветок. Не получилось цветок-то. И обязательно большой этот. Вот узор есть и все. Если не получается. А потом прикалываем булавкой. Чтобы это... Раньше завязывали. Раньше завязывали. Но мы теперь себе облегчили и не завязываем. Вот так. И сзади получаются уголки красивые с цветками.
У всех коми женщин, вот и женских есть такие платки. Они красивые, узоры очень хорошо видны и у исцеленцев. А у нас сильно вот таких, я не знаю, в деревне не видела сильно уже. Таких вот именно старинных платков. Все носили современные. На повседневный тоже маленький, небольшого размера платок. Его легко одевать и носить легко. Кто может таскать целый день вот такой большой платок? А еще когда носили вот такие тяжелые платки, на праздники женщины одевались, на такие большие праздники. И вот он на голову тянет, и они идут и голову держат, потому что платок тяжелый, и у них были походки царственные из-за этого. Они вот голову тянет, и она вынуждена идти, ну, как будто на голове, чтобы ничего не упало. Поэтому у них походка всегда была красивой, даже когда уже не носили этот платок, не одевали. Платок прямо заставлял иметь хорошую осанку. Тамара Филиппова сохранила репсовый платок, который когда-то принадлежал ее сестре. Рисунок у шали давно уже не такой яркий. Время стерло краски. Его берегут и уже не носят. Головной убор очень старинный, ему более 100 лет, и он дорог Тамаре Елисеевне как память о семье. Это репсовый платок. Вот этому платку уже... Я помню, что моей старшей сестре, ее уже давно нету, дала еще свекровь, может, свекрови еще свекровь дала. Их привозили из Пинеги. На каюках ездили через море и привозили на пушнину вот эту парчу дорогую. И вот это германские платки они назывались. Теперь таких платков у кого только есть, а в магазинах не найдешь. Вот это германские платки назывались. Тамара Филиппова из семьи оленеводов. До 8 лет вместе с родителями она ездила в тундру. Говорит, что было непросто. Вся работа по хозяйству доставалась женщинам и детям. Но зато север и его суровая природа закаляют характер. Тем, кто прошел школу тундры, не страшны жизненные невзгоды. У нас было 7 сестер и братьев в семье. И все выходили рано замуж. И мы как бы большую семью не знали. Росли мы всегда в чуме. Всегда. Мы там игрушки наши были в тундре. То, что под рукой. И так я росла там, учиться поступила, где-то мне было 8 лет почти. Русского языка не знали. Вот. И детский садик не ходили. Но, тем не менее, я работала всю жизнь учительницей, выучилась. В таком наряде, конечно, в школу не ходили. Уже в русском костюме все живут. Сейчас у нас в деревне Ярпияк я живу. 3 человека, наверное, от силы носят кокошник. И сарафан они уже не носят. Они носят или широкие платья, или юбки. Народные промыслы и ремесла коми были и остаются очень разнообразными. Обработка металла, дерева, кожи, меха, плетение, ткачество, вязание. Дерево, как совершенное создание природы, издавна служило источником вдохновения мастеров народного искусства. Для личного потребления изготавливали деревянную посуду из цельного куска дерева – капа. Широко распространены были берестяные изделия – туиса, лукошки, пестери, шкатулки, которые и сегодня пользуются большим спросом. Произведения мастеров народного творчества отражают часть богатого духовного мира народов коми, его непосредственную связь с окружающей природой. Мужчины в семьях коми были добытчиками, а женщины применяли свое мастерство в прикладных ремеслах, шили, вязали и пряли. Дедушка Татьяны Косаревой был отменным рыбаком и охотником. Он и умер на охоте из-за несчастного случая. Дедушка был охотник на рыбалку. Бабушка, она вот пряла, держали овец. Бабушка их сама стригла. Такие были бараньи ножницы специальные для стрижки. Она их сама стригла, ноги завязывала. Вот овцу барана заваливали, ноги завязывали. И она прямо вот стригла. Иногда в детстве, когда вот, допустим, мальчишек стригли ножницами, вот такими, как клочкастые такие, вот прическа получалась такая вот. И смеялись еще, говорит, постригли как овцу, ну как барана. И она сама стригла, потом эту шерсть стирала, сушила на печке, потом чесала. Вот специальные у нее были такие чесалки. Я вот все сидела возле нее, смотрела, интересно было. Вот она садилась, и вот вечером. Потом прялка у нее была такая вот, вот такая вот прялочка. И она вот сидела и пряла веретено, и сидела пряла. Потом вязала рукавицы, носки, обвязывала вот всех. Мама, она уже совхозы, я родилась в 63-м году, уже были совхозы, ну, колхозы, совхозы, и они уже работали
как бы на государственных предприятиях. А так у нас некоторые семьи оленеводов, они работали в тундре и приезжали вот на оленях в межсезонье там или когда. Вот, то есть очень часто у нас по деревне ездили на оленях. И так вот. А мужчины вот тоже, они работали на государственных, вот в совхозе. А также вот охота, рыбалка. В деревне без этого, ну, люди не живут, как бы. Это у них в крови, наверное, от предков. Рыбалка, охота, то есть добывать для семьи. И все-таки подспорье. Рыба, допустим, дичь. Когда при Центре национальных культур появилось коми-общество «Йоль», его участники поняли, что без музыки и песни им никак не обойтись. Обществу был нужен свой ансамбль. В коллектив была приглашена известная в городе баянистка Эмилия Петровна Гаршина. В декабре 1998 года она создала ансамбль народной песни «Мадаяс», что в переводе означает «милые». С тех пор музыкальный коллектив – неотъемлемый спутник коми-общества «Йоль». Кудри юршия мечаны, мунан кыфтимос, шуан шилигмос, тенай минчлуны длы ощуркы, мунан кыфтимос, шуан шилигмос, тенай минчлуны длы ощуркы. На репетицию ходим каждую неделю, у нас репетиции, хотя бы петь. Вот год все равно ходим, поем. Какие концерты нам назначают или там это самое, где участвуют, всегда, если приглашают, мы всегда никогда не отказываемся, всегда идем. Сколько человек есть, бывает, что это самое часть нету, но все равно дружно, все дружные. Все интересно. Во всех, в общем-то, участвуем, стараемся во всех этих мероприятиях, здесь, которые проходят в ЦНК нашем. ЦНК мне вообще нравится очень. Национально-культурное общество «Йоль» многочисленное, но здесь всегда рады гостям и новым участникам. Всех, кому хочется окунуться в неповторимый мир коми-края, прикоснуться к народному искусству и традициям, ждут в Центре национальных культур.